Вам не кажется, и тебе, Аркадий, не кажется ли, что вообще это расследование, но по детализации, по этим телефонным разговорам, по перемещениям их, они брали с собой вторые телефоны, которыми разговаривали с женами, там, они, значит, регистрировались там на одном и том же адресе в Москве, ну и так далее, что вообще говоря, мы видим работу спецслужб. И спецслужб, по всей видимости, американских либо британских. И что вообще это все рассчитано, да, я думаю, что прав Аркадий, абсолютно не на российскую публику, которая максимум, что вздохнет и скажет, ох, и нальет себе еще немножко чаю, да, вот, а рассчитано именно на западное общественное мнение и на политическое общественное мнение, ну просто сколько камней уже класть в ту копилку, на которой написано «Россия – страна-террорист». Там уже лежит и 300 человек из Боинга, да, сбитого, там же и покушение на Скрипалей, там много чего лежит. Там лежит Украина, там лежит Сирия, там все это все лежит в этой копилке, которая все никак не переполнится, какое-то бездонное терпение довоенное такое. И что вот сейчас, Аркадий, как ты думаешь, все-таки эта общая сумма плюс Байден у власти приведет к тому, что с Россией начнут разговаривать по-настоящему? Я думаю, приведет, потому что вот действительно я тоже разговаривая с людьми на Западе, я вижу, что для них война, там дети в Сирии, это такие абстрактные понятия, их это Да, это абстракция. не очень трогает. А вот попытка отравления оппозиционного деятеля, причем спецслужбами, это трогает. Для них, и им это понятно, да, потому что когда ты им начинаешь рассказывать про то, что превратилась сейчас Россия, начать им рассказывать, например, про изоляцию в Донецке, где там людям отрубают руки за трезуб, за татуировку трезуба, это не в их мире, они просто не понимают. Они, может, и готовы были бы делать какие-то выводы из этого, но они просто не понимают. Они это слушают, как, я не знаю, как про шляпу Гэндальфа, какие-то сказки из другого мира, да? А про отравление оппозиционного политика это им понятно. Это, в принципе, еще все-таки из их мира, и их это сподвигает. Если Алексей Анатольевич станет той чашей, которая тем камушком, который все-таки перевесит чашу весов и сдвинет их с мертвой точки, ну тогда честь и хвала. И я буду только рад, буду только аплодировать. И если это сделано при помощи там западных каких-то спецслужб, которым, видимо, надоело уже тоже во всю эту тягомотину играть, ну тоже я буду только рад и буду аплодировать. Но все-таки мой спич изначально он же был не про Запад. Западно все понятно, да, он примет санкции, наложит очередные вето. Россия, видимо, превратится уже совсем в изгоя, с которым совсем уже будет неприлично разговаривать. Но дальше-то что? Ну, результат все равно только один, механизм все равно только один. Нефть по $9, вытирать задницу вместо туалетной бумаги газетами 5 лет, и только после этого можно будет о чем-то разговаривать. Пока нет вот этих вот... Они же санкции вводят против конкретных людей, но ведут они санкции против вот этих конкретных 3 отравителей, плюс, я не знаю, Бортников там уже под санкциями, против него уже бессмысленно что-то вводить, да? А санкции-то надо вводить против страны. Ну что там говорит, даже не против режима, против страны. Ты знаешь, Аркадий, мне кажется, что, и Андрей Андреевич, хочу подключить снова к беседе, что вполне возможно, тут большой вред этим санкциям нанесет сам Алексей Навальный, который за весь период наблюдений, ну, как я с чего начал, это был такой горький сарказм, да, топил, грубо говоря, за то, что Россию, родину мою, не трогайте. Моя Россия, родина, она всегда великая, она в Крым вцепилась, в общем, там, я не знаю, как бешеная сучка в ногу кому-то, и она никогда ничего не отдает, и мы великие, русские, там, с нами Бог, и так далее, и так далее, и так далее. И он старательно избегал выступлений в Европарламенте, где, собственно, пришлось бы отвечать на вопрос, а какие санкции помогут этот режим искоренить, ослабить там, и так далее. Я много раз слышал и с удивлением комментировал там в Литве или где-то вот эти спичи около навальновских политиков, которые говорили, только не трогайте нашу страну. Как не трогайте? Ваша страна, Украину, вот, Крым, Сирию. Как не трогать? Не-не-не, вот только Иванова, Петрова и Сидорова, пожалуйста, вот это да. А страну трогать не надо, потому что наш великий народ не должен страдать. Ну, так не бывает. Если бы не воевал... Ну, короче, все же все понимают, да? Вот как вы думаете, как поведет себя Алексей Анатольевич Навальный? Андрей Андреевич, как поведет он себя сейчас? Ну, собственно, он уже Навальный или светлый образ его
они уже сыграли свою роль для Запада. Запад не будет вникать в детали там высказывания Навального по конкретным вопросам, какими бы скандальными они ни казались с украинской общественности, например. Есть четкая модель. Оппозиционный политик уничтожен преступным путинским режимом. Все, больше от Алексея Анатольевича ничего не нужно. Дальше будут заниматься профессионалы. Вот в той чаше, на которую этот светлый образ должен упасть камушком, лежит, например, очень удачный как раз к новому президентству и к новому составу Конгресса законопроект о признании Российской Федерации преступным государством, спонсором терроризма.